Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия вперед». Сегодня глава региона Айсен Сергеевич Николаев в эфире наших каналов подведет некоторые итоги работы в январе. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Одно из главных событий января – это открытие Года семьи в России. Старт ему дал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин на форуме «Родные и любимые». Нашу республику на нем представила многодетная семья Новгородовых, в которой 7 детей. Также семья Владислава и Жанны Федоровы участвовали в церемонии зажжения Всероссийского домашнего очага на выставке в форуме «Россия». И привезли, кстати, в Якутию огонь домашнего очага. Это символ Года семьи. Как вы считаете, почему именно нашему региону среди всех субъектов Дальнего Востока пала такая честь? Безусловно, открытие Года семьи, объявленного нашим президентом в России в 2024 году, это важнейшее событие. Я повстречался и с семьей Новгородовых в Москве, и мы буквально вчера встречались и в Чорапче с многодетными семьями, лучшими Чурапчинского улуса, в том числе семьей Новгородовых. Замечательная семья, очень достойно представили нашу республику. Ну а с семьей Федоровых мы летели вместе на одном рейсе сюда, и они как раз привезли огонь, который был зажжен от огня лампады в храме в Муроме святых Петра и Февронии, покровителей как раз семьи. И, конечно же, это тоже не случайно. Почему? Потому что Республика Саха-Якутия лидер по рождаемости, по количеству многодетных семей, не только на Дальнем Востоке, но и один из лидеров страны. И, конечно же, именно поэтому такая честь была республике предоставлена. Ну и, конечно, я очень особо отметил то, что после того, как огонь зажегся, впоследствии все субъекты Дальнего Востока собирались, и каждый получил лампадку уже с этим огнем, и этот огонь сейчас заставлен и в другие субъекты Дальнего Востока. Вы также приняли в январе участие в январских слушаниях, где под руководством полпреда Юрия Трутнева главы дальневосточных регионов отчитывались о работе за год и сверяли часы по планам на будущее. Какие приоритетные задачи на 2024 год для Якутии поставил полномочный представитель? Знаете, у Юрия Петровича было несколько мероприятий, как раз с 19 по 24 января, в том числе так называемые январские слушания, на которых руководство Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, руководство государственных институтов развития рассказывало о итогах 23-го и планах на 24 год. Также и главы регионов мы все доложили о своих достижениях и планах. Ну и 24 числа на как раз выставке «Россия» на ВДНХ состоялся День Дальнего Востока и Арктики, где многие из нас, в том числе и я, мы представили достижения нашего региона за 10 лет с 2013 года, когда президентом страны был объявлен разворот нашей страны на восток, когда Дальний Восток был провозглашен стратегическим приоритетом развития страны на весь 21 век. И как раз мы рассказывали, конечно, в такой достаточно короткой динамичной форме, но людей было очень много, интерес был очень большой. Ну а что касается непосредственно самого мероприятия, совещания, которое у нас проходило 19-20 числа, то, конечно же, Якутия очень хорошие результаты имеет по 2023 году. Мы безусловный лидер Дальнего Востока по валовому региональному продукту, по мощи экономики. У нас не менее 2 триллионов 300 миллиардов рублей валовый региональный продукт будет по итогам 2023 года. Это серьезный рост более чем на 3,5% в реальных цифрах к 2022 году. Если сравнивать с 2020, у нас вообще рост более чем на 25%. Это лучший показатель не только Дальнего Востока, но и всей страны. Мы лидеры по многим показателям. Мы впервые стали 2-м золотодобывающим регионом страны, 3-м угольным. Входим в топ-5 по добыче нефти и газа, конечно, являемся лидерами мировыми по добыче алмазов. Это все позволяет нам достигать очень хороших результатов по наполняемости нашего бюджета
республиканского и консолидированного. В прошлом году мы тоже превысили исторические максимумы. Но и самое главное, это позволяет нам повышать качество жизни людей, строить большое количество объектов. В прошлом году введены рекордное количество объектов, и школы, детские сады, больницы, дворцы культуры, спортивные комплексы. Ни один регион Дальнего Востока не строит так много вот именно социальной инфраструктуры, как Якутия. Это, конечно, происходит и благодаря поддержке президента по национальным проектам. Для многих это удивительно, но вот среди всех субъектов Российской Федерации, кроме Москвы, ну, это отдельная история, да, Москва. Вот если сравнивать все другие регионы, то мы по количеству средств, получаемых на реализацию национальных проектов, являемся третьим регионом в стране по абсолютным цифрам. Это огромное достижение, и это огромный показатель, огромное внимание со стороны лично президента к нашей республике. И, конечно, вот это все дает нам возможность развиваться. Особо, например, было выделено то, что Якутия в прошлом году установила рекорд по количеству жилья, которое мы построили. 705 тысяч квадратных метров многоквартирного и индивидуального жилого строительства. Это результат, которого в постсоветской истории у нас не было. Так? И мы, конечно, видим, что у нас есть перспектива расти и дальше. В целом, главным результатом вот прошлого года Юрий Петрович отметил, ну, я в своем докладе об этом говорил, то, что у нас, якутян, стало 1 миллион человек. Это, конечно, лучшее достижение, какое можно было пожелать, да, нашему субъекту. И, к сожалению, на Дальнем Востоке вот Якутия — это только единственный регион, количество населения которого из года в год растет. Другие регионы, к сожалению, в силу разных причин, там у них или стоит, или немножко даже падает. Вот, хотя динамика падения тоже сократилась, тоже позитивный результат. Но вот Якутия, она стабильно растет. И то, что 1 миллион человек нас стало, это вот, еще раз говорю, это как раз показатель правильности движения в социально-экономическом развитии. Плюс ко всему, это показатель благополучия на территории, в которой проживают граждане. Вот хочется спросить о благополучии нового подшефного региона, это город Докучаевск. Есть ли какое-то понимание по планам и объемам работ? Мы 2 года, 22-23 год, отработали в городе Кировское. Отработали достойно. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех тех, кто принимал участие в восстановлении Кировска. Это очень большое количество людей, и строители, и коммунальщики, и те, кто, вот, наши врачи работали и работают там сейчас, наши айтишники, которые создали первый IT-центр Донецкой Народной Республики именно в городе Кировское. Это работники наших опорных пунктов, которые как раз через Кировское тоже оказывали большую помощь нашим военнослужащим. И мы за 2 года практически все задачи, которые были поставлены перед нами руководством страны по Кировскому, выполнили. И на заседании оперативного штаба во главе с Хуснуллиным Марашем Кирзяновичем по согласованию с Юрием Петровичем Трутневым, по представлению руководства Донецкой Народной Республики было принято решение, вот то, что Якутия с Кировской основной задачи все выполнила, мы оттуда уходим и переходим на город Докучаевск. Там работы тоже достаточно много. Мы должны за ближайшие 2 года свыше 70 объектов восстановить. Есть и крупные объекты, такие как спортивный комплекс, который надо, ну, провести капитальный ремонт. Ремонт, конечно, требуется и в школах, и в больнице. Ну и, конечно, так как Докучаевск был гораздо ближе к линии боев, постоянно находился под обстрелами украинских боевиков, то большое количество многоквартирных жилых домов пострадало, и мы будем восстанавливать практически 50 с лишним домов, требуют скорейшего ремонта. Поэтому план работы у нас определен. Рабочая группа якутская во главе с постоянным представителем нашей республики при президенте Российской Федерации Андреем Сановичем Федотовым уже там работает. И план с руководством Донецкой Народной Республики, с руководством города Докучаевска у нас согласован. Работы уже начинаются, мы силы разворачиваем, перебрасываем их туда из Кировского. И я уверен, что мы также достойно справимся с теми задачами, которые были, которые сейчас стоят в Докучаевске, так же, как мы справились с Кировском.
Хочу особо отметить, что гуманитарные проекты, которые мы в Кировском проводили, это вот и наша офтальмологическая больница, ее филиал, и IT-центр, мы работу будем их продолжать. Это очень важно для людей и в Кировском, и не только для Кировского, но и для других городов Донбасса. Вот только наши офтальмологи провели несколько тысяч приемов населения, несколько сотен операций сделано, сотни людей получили возможность видеть, да, и отзывы самые замечательные. Я сам неоднократно бывая и в Кировском, и в других городах Донбасса, вот, слышу самые теплые слова о наших врачах. То же самое касается вот и развития IT-отрасли, да, через наших айтишников. Огромная благодарность со стороны и учащихся, и взрослых тому, что вот они могут уже получать новые важные специальности уже в своем родном городе. Поэтому, конечно, такие гуманитарные вот именно проекты мы ни в коем образом не будем сворачивать. Мы их будем и в Кировском продолжать. Но и, конечно, Докучаевский сейчас тоже очень просит вот ряд таких наших социальных проектов тоже реализовывать. Мы обязательно это вместе сделаем с ними. Хочется спросить вас и о медиках. В январе этого года по вашей инициативе начал работу мобильный хирургический центр. Специалисты выполнили уже 30 операций в Нерюнгринском районе. Сообщалось, что в этом году помимо арктических районов они посетят и труднодоступные села в 6 районах и республики. Куда поедут врачи в феврале и есть ли планы на этот год? Вот здесь даже в вашем вопросе звучит определенная не до конца понимание разницы между мобильными нашими докторами арктическими и мобильными хирургическими нашими бригадами. Это немножко разные вещи. Вот. Что касается нашей арктической медицины мобильной, она показала себя самым прекрасным образом в течение 2023 года. Огромное количество положительных отзывов от жителей Арктики в мой адрес поступило. И, конечно, никакого вопроса в том, чтобы продолжать или не продолжать проект, у нас нет. Проект обязательно продолжается. Он уже сейчас работает. Вот, насколько я знаю, сейчас Нижнеколымский район, потом ряд других районов арктических уже по графику уже сейчас бригады вылетают. И работу так же, как и в прошлом году делают. У нас больше половины жителей Арктики за прошлый год как раз охвачено осмотром со стороны вот этих мобильных арктических наших бригад. Выявлены, опять же, у многих людей болезни, о которых люди даже не подозревали, в том числе несколько случаев и онкологии, которые были выявлены своевременно, и люди сейчас уже практически излечились. Вот. И еще раз говорю, эта практика будет только продолжаться. При этом есть много пожеланий со стороны районов, что у них на территории есть труднодоступные населенные пункты, которые тоже хотели бы к такой практике присоединиться. И, конечно, мы будем им в этом помогать. Такие труднодоступные населенные пункты у нас практически по всей республике есть. Поэтому эта практика будет постепенно расширяться с тем, чтобы жители всех труднодоступных территорий Якутии могли получить квалифицированную медицинскую диагностику и помощь. Теперь, что касается вот наших хирургических бригад мобильных. Мы сейчас, опять же, я последние годы получал достаточно много пожеланий со стороны жителей, в том числе наших крупных городов, того же Нерюнгри, Мирного, что ряд операций они на месте не могут сделать. И для этого вынуждены выезжать кто в Якутск, кто в другие регионы Российской Федерации. Хотя на самом деле такие операции, технически районные больницы уже оснащены, и такие операции на месте можно было бы делать. Посоветовавшись, мы приняли решение, что в этом году у нас на базе РБ-2, Центра экстренной медицинской помощи, будут сформированы такие бригады специалистов высокого класса, которые будут по заявкам районных больниц выезжать. И после проведения осмотра, скажем так, еще тех пациентов, которые на месте должны быть подготовлены уже районными больницами, будут на месте проводить операции. Так, и сейчас вот первая группа отработала в Нерюнгри. Как вы правильно сказали, несколько десятков операций сделано, даны также большое количество консультаций.
Вот. И отзывы, опять же, хорошие, потому что люди, не выезжая из своего родного района, смогли такую высококачественную и профессиональную хирургическую помощь получить. Вот. И сейчас эта будет работа продолжаться. На следующей на очереди у нас и Смирнова есть заявка, Сленская есть заявка. И уверен, что вот такая важная, востребованная населением практика, медицинское оказание хирургической помощи, высокопрофессиональной, высокотехнологичной, она будет продолжена. Кстати, о оказании профессиональных высококачественных услуг. В Чурапче появился первый у нас в республике семейный многофункциональный центр, специально как раз для семей с детьми, чтобы они могли получить все необходимые государственные услуги в режиме одного окна. Какие первые результаты работы этого учреждения? Появятся ли подобные МФЦ в других улусах нашей республики? Данный МФЦ вот открылся в Чурапче вчера, 30 января, и, конечно же, он очень интересный. Он первый у нас в республике, второй вообще на Дальнем Востоке. Он реализован в рамках пилотного проекта Министерства труда Российской Федерации через фонд оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Основной вклад сделало правительство Республики Саха-Якутия. Мы выкупили здание и провели ремонт. Порядка 70 миллионов рублей у нас на это ушло. Также был выдан капитальный грант как раз на оснащение этого здания оборудованием необходимым, несколько миллионов рублей, свыше 5 миллионов рублей со стороны вот федерального фонда, ну и район вложился. Вот. Сейчас центр этот заработал, он не появился на пустом месте, он появился на базе вот как раз госучреждения, которое работало у нас в Чурапче по оказанию помощи несовершеннолетним. Но, конечно, раньше, если оно располагалось в маленьком здании деревянном, не таком, знаете, старом здании площадью чуть свыше 200 квадратных метров, то сейчас это уже более 1000 квадратных метров, трехэтажное здание каменное, полностью оснащенное, и работают очень хорошие специалисты. Ну и оказывается, как вы правильно сказали, весь спектр услуг, начиная от реабилитационных, после вот как раз медицинской помощи детям с ограниченными возможностями, заканчивая уже оказанием тех или иных социальных услуг и семьям военнослужащих наших из зоны специальной военной операции, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ну, целый спектр вот, помощи семьям, которые у нас и в республике оказываются, он там будет предоставляться. Видно, что у населения это уже пользуется большой популярностью, и люди ко мне подходили, благодарили, детишки очень рады. И следующий у нас такой центр будет открыт в Намцах. После этого мы планируем, что к 1 июня, ко Дню защиты детей, мы откроем такой центр здесь, в городе Якутске. Айсан Сергеевич, большой общественный резонанс вызвало убийство на бытовой почве молодого человека в Якутии, которое произошло 21 января. Была попытка использовать эту трагедию, чтобы дестабилизировать ситуацию у нас в регионе. Вы выступили с достаточно жестким заявлением и обещали держать ход следствия на своем контроле. Ваша оценка того, что произошло, не изменилась? Хочу сказать, что правоохранительные органы отработали очень оперативно, и убийца предполагаемый сейчас задержан, он заключен под стражу. Проводится полномасштабная проверка всех обстоятельств, как он и гражданство Российской Федерации получил. И это будем проверять, и тех, кто был вместе с ним и участвовал в этой драке. Ход ее, вина и начиная от организации общественного питания, которые могли бы на самом деле оперативно прореагировав и вызвав ту же полицию, этот конфликт вообще не доводить до убийства, вот, заканчивая уже виной конкретно, вот еще раз говорю, убийцы. Так? Конечно, по всей строгости будут наказаны. Вместе с тем я также дал поручение правоохранительным органам, чтобы у нас сейчас был усилен контроль за миграцией. Не секрет, что Якутия, как и многие другие регионы, активно привлекает рабочую силу, особенно вот на тех же стройках. И контроль нужно проводить, чтобы к нам не приезжали криминальные элементы, чтобы те, кто приехал сюда, уже вели себя
в рамках закона, соблюдали закон полностью. Также, конечно же, должна быть повышена ответственность работодателей, которые привозят, так, а потом уже контроль за своими работниками ведут ненадлежащим образом. И, конечно, кроме сферы строительства будет контролироваться и сфера торговли. Достаточно большое количество мигрантов сюда приезжает в рамках вот как раз торговли, потом здесь пытается остаться, появляются незаконные сооружения и в общепите, и в торговле. Мною также дано поручение главе города, чтобы по тем незаконным сооружениям, по которым уже получено судебное решение, мы все-таки уже от получения судебного решения приступили к его реализации. То есть, чтобы эти незаконные сооружения уже сносились. Вот. И в дальнейшем эта работа будет продолжена. Эта тема очень непростая, и мы здесь должны, строго соблюдая закон, еще раз говорю, добиваться того, чтобы мигранты здесь действовали строго в рамках законов. Так? Никаких там у них преимуществ не должно быть. Вот. Что касается попыток дестабилизации, были определенные силы, которые сразу же воспользовались возмущением людей и попытались это перевести уже в разжигание межнациональной вражды, там какие-то призывы были к погромам и так далее. Причем, как сейчас уже видно, ряд этих IP-адресов и ряд телефонных номеров и так далее, это уже были силы, связанные с Украиной, и это тоже факт. Вот, то есть это извне сразу же было подхвачено, и массово были попытки нагнетания, но, еще раз говорю, и правоохранительные органы сработали достаточно четко на упреждение. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить наше население, которое на эти провокационные лозунги не поддалось. Мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы у нас в Якутии стабильность политическая, стабильность социальная, межнациональная всегда достигалась. Позвольте вас от нашего телеканала и наших телезрителей поздравить с прошедшим днем рождения. Свой праздник вы отметили в командировке в Москве. Вы тогда посетили госпиталь и встретились с якутянами, которые проходят службу в зоне СВО. О чем вы с ними говорили? Я второй год уже, так получается, свой день рождения встречаю в Москве. И на самом деле день рождения такой праздник, когда поздравляющих очень много, да, я всегда предпочитаю в такой день. Раньше, когда в Якутске встречал, я всегда уезжал куда-то в командировке, а здесь я посещаю наших военнослужащих, которые находятся на лечении в госпитале. В этот раз тоже приехал, сам подарки купил, из республики подарки привез им. И посидел с ребятами, пообщался с врачами. О чем мы с военнослужащими после ранения разговариваем? Всегда о ситуации на фронте, об их здоровье, о лечении, какие процедуры проходят, чем нужно помочь. Конечно, всегда очень приятно, когда наши бойцы теплым словом вспоминают наших волонтеров, которые в госпиталях приходят, им помогают. Добрым словом вспоминают и Ростовский госпиталь, где наши волонтеры тоже работают и всегда оказывают им помощь. Очень теплые слова, всегда слышу в их адрес. Конечно, они очень гордятся тем, что республика их не забывает, всегда помогает, говорят, что очень было приятно, и сразу после ранений, и уже в госпиталях разных, еще раз говорю, чувствовать поддержку своей Родины. И, конечно же, для меня тоже, вы знаете, такая обратная связь, она дает нам возможность и дальше работать, дальше достигать еще лучших результатов в деле реабилитации наших военнослужащих. Потому что случаев разных много, есть и тяжелые ранения, есть ампутации, есть более легкие ранения, так, но в любом случае реабилитация нашим военнослужащим нужна обязательная. И мы сейчас и без чек-дей специальное отделение сделали, и здесь в республике будем все делать, чтобы наши бойцы уже после ранения могли такую реабилитацию проходить. Очень важный вопрос, и он, конечно, и в последующем тоже понадобится. И психологическая реабилитация, и реабилитация после ранений. Большая здесь нас работа ожидает, и ее надо постоянно заниматься. И, конечно же, я поблагодарил наших ребят за их подвиги, за то, что благодаря им, их ратному труду, мы сегодня в республике можем жить спокойно и идти вперед. Всего полгода остается до старта 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Наконец-то состязания вернутся на историческую родину в город Якутск. Как проходит подготовка к играм?
Ну, подготовка у нас идет по разным направлениям. Конечно же, Дети Азии будут наверняка крупнейшими международными соревнованиями на территории всей нашей страны в 2024 году. Среди детей и юношества это точно будут самые крупные соревнования. Мы ожидаем не менее чем из 20-25 стран участников. Поэтому вот направление первое — это, конечно, подготовка спортивных сооружений. Она у нас идет планово. Ремонт части сооружений завершен в прошлом году, часть сейчас идет ремонт активно. Мы надеемся, что где-то уже в мае основные все работы будут завершены. И от ремонта крупнейших наших сооружений до строительства тех спорткомплексов, которые у нас в Якутске один должен быть построен, скалодром должен быть построен в Дахсуне. Работа идет, и мы уверены, что здесь все в сроки будет выдержано. Конечно же, должно начаться будет, как только погода позволит, работа по благоустройству города Якутска. Но уже сейчас подготовительные работы идут, городские власти здесь тоже свой фронт работ знают и уверен, что вместе с горожанами достигнут положительного результата. Важное направление — это вот как раз подготовка мест проживания, мест питания спортсменов. Здесь у нас основной, скажем так, наш партнер — это Северо-Восточный федеральный университет. Мы с ректором Анатолием Николаевым встречались буквально на этой неделе, обсудили ряд вопросов, которые требует незамедлительных решений. Уверен, что здесь с университетом, как всегда, у нас тоже традиционно все вопросы мы решим, и университет сможет принять и прокормить всех участников олимпийской нашей деревни. Участников будет много. Вместе, если считать спортсменов, тренеров, судей, то где-то порядка 3000 человек мы ожидаем. Именно по официальной части проведения игр «Дети Азии». Важная такая церемония — это зажжение огня. Уже в скором времени она стартует. Мы ожидаем 19 марта зажжения огня на Ленских столбах. Большое серьезное мероприятие будет. Но мы ожидаем, что во время зажжения уже церемонии, кроме той торжественной церемонии, которая у нас традиционно проходит, будут и определенные спортивные уже состязания. Ожидается хоккейный матч, хотя хоккей, конечно, не входит в программу наших Детей Азии летних, но все равно это тоже интересно. Это такая акция, которая будет притягивать интерес, безусловно, и к Якутии, и к Ленским столбам, но и к самим детям Азии. Уверен, что Дети Азии мы всегда, как у нас полагается, проведем на самом высоком уровне, и, сплотившись, все якутяне, мы сделаем очередные лучшие игры Дети Азии в истории. Приятно осознавать, что многое уже сделано, и самое основное только впереди. Айсан Сергеевич, я благодарю вас за то, что нашли для нас время и ответили по-настоящему на важный вопрос. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Якутия вперед». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.